Сегодня мы находимся в легендарном арт-клубе нашего города, клубе Infinity. Замечательная обстановка и классная музыка, Тома. Вот что нас здесь ждет. Артем, я безумно рада открытию театрального сезона, особенно тому, что наш с тобой культурный отдых продолжается. В Русском театре проходит сразу несколько спектаклей. Это спектакль «Примадонна» 10 октября и спектакль «Афинские вечера». 13 октября в 19:00 в концертном зале СОГУ нас ждет концерт Елены Ваенги. Но это та, чей рингтон у тебя на телефоне. Да, Тома, да. Артем, в эту субботу я не могу пропустить третью тусовку Аланы Бегулова. Ты знаешь, что на ней будет выступать остинский коллектив «Кона». Я просто обожаю их аутентичную музыку и исполнение. В кинотеатрах нашего города по-прежнему набирает обороты фантастический боевик «Дракула». А мы на него так и не сходили, Тома. Я ждал целую вечность такого, как ты. Турки грозят уничтожить мое княжество. Они уже близко. Что происходит? Это мой выбор. Но почему? Ты не такой. Думаете, вы уцелели? Потому что достойно сражались? Только благодаря мне вы все еще живы! Дракула. Никогда не забывай, кто я! 62-й день рождения недавно отмечал наш любимый президент. Клуб 49 не мог обойти это стороной. В субботу там будет тематическая вечеринка «Мистер Президент». Артем, а ты знаешь какое-нибудь стихотворение на остинском языке? Конечно. Гину Гиш. Я так и знала, что ты назовешь именно его. А ты знаешь, что в Северной Осетии открылся фестиваль народного танца «Зори Алани». Он проходит как раз с 9 по 12 октября. На мероприятии торжественно отпразднуют 155-летие нашего родного Коста. Кроме того, в Наре в субботу пройдут мероприятия, посвященные его юбилею. В субботу здесь, в Infinity, пройдет настоящий рок-концерт группы Голди. AC/DC любишь? Полюбишь. Давненько мы с тобой не слышали о молодежном театре «Амуран». Ты не находишь? Ты знаешь, что 16 октября в концертном зале КГУ пройдет их концерт с программой «Вечер пародий». Обязательно надо туда пойти. А в пятницу в комеди-баре «Подвал» будет игра в мафию. Тома, мы обязательно должны пойти туда и всех обыграть. Ну, ты будешь мирным, я буду мафией, все как обычно. В кинотеатре «Терек» прошла премьера фильма Ирины Каргиновой «Туннель». Для тех, кто там не побывал, специальный репортаж от нашего корреспондента Ирины Дзабаевой прямо сейчас. Непростая жизнь в горах через объектив видеокамеры. Три сестры, оторванные от внешнего мира в высокогорном селении. Каждая со своими переживаниями и мечтами. События разворачиваются в шахтерском поселке Садон. Красота живой природы и чувства героев – основа картины. И никаких спецэффектов. Для многих участие в киноленте стало дебютом на большом экране. Несмотря на это, вжиться в роль им удалось мастерски. Роль этой девочки была мне не так уж далека, потому что она осетинка, как и я, и горы – это все мое родное, поэтому мне было не так уж трудно, и мне очень помогла Ирина Каргинова. Идея снять фильм родилась несколько лет назад, во время работы над документальной передачей, там же в селении Садон. Сценарную заявку представили на всероссийском конкурсе. После отбора она стала одной из лучших. Над съемочным процессом работала компания «Фокус Плюс Синема» под руководством Заура Балатаева. Съемочный процесс длился около 2 недель.
После долгая и кропотливая работа над монтажом. И вот, наконец, премьерный показ короткометражной киноленты «Туннель». Современное кино на остинском языке с захватывающим сюжетом и довольно спорным концом заинтересовало многих. По словам режиссера фильма Ирины Каргиновой, история 3 сестер могла закончиться иначе. На самом деле мы вырезали 3 финала, среди них был и хэппи-энд, и не совсем хэппи-энд, но потом мы поняли, что, наверное, зрителю нужно оставить какое-то поле для того, чтобы додумать финал свой, или чтобы наша сценарная линия привела их к какому-то осознанию. Поэтому финал такой, какой он есть. Фильм покажут на различных фестивалях. Лента остинского режиссера вошла в киноальманах «Свой почерк». Он состоит из 6 короткометражных картин авторов из разных уголков России. Ближайшие 2 выпуска мы с Томой решили посвятить кинематографу. Недавно прошла премьера фильма «Туннель». Это дебютная работа режиссера и сценариста Ирины Каргиновой. Ирина у нас в гостях. Привет, Ирина. Ну что же, Ира, начнем с самого начала, по порядку. Что вдохновило тебя на написание такой истории? Меня всегда вдохновляет жизнь. То есть, наверное, все-таки легче писать, когда что-то подобное было в жизни. Все просто, на самом деле. Мы снимали программу в Садоне и Галоне. И на меня такое произвело впечатление этот поселок, это место, что потом я долго думала об этом. Особенно об одной семье. Там была семья, мы ее снимали. Мать и 7 детей. И у нее был ребенок, девочка. Это был последний ребенок, который, в принципе, родился в Садоне и Галоне после того, как там произошло стихийное бедствие. Вот они жили в полуразрушенном доме, в котором первый этаж ушел уже на дно, его не было. Там нет воды, вода только на улице, и при этом удивительно, что в этой семье были дети настолько чистые и настолько стремящиеся к жизни, к свету. Мы долго потом думали с съемочной группой, как получилось, что вот в этом месте, где, казалось бы, все мрачно, как казалось бы, все беспросветно, у матери получилось воспитать детей, которые так стремятся к жизни и смотрят на это все как-то даже философски, потому что девочка 12 лет давала интервью и говорила вещи, которые нас впечатляли. Это твоя дебютная картина. Как оцениваешь себя в роли режиссера? Я по натуре, в принципе, человек, который критикует всегда себя в первую очередь. И у меня нет режиссерского образования. Для меня и написание сценария, и работа на съемочной площадке было такой, человек-интуит, скажем так, да, потому что я никогда с этим не сталкивалась. Насколько я поняла, это такой сатирический взгляд на современную эстетскую глубинку. Так ли это? И считаешь ли ты эту тему актуальной? Не, мне кажется, там сатиры как бы нет. Это больше, наверное, все-таки драма. И не то чтобы взгляд на эстетическую глубинку, а в чем-то отражение действительно реалий, которые есть. Но и больше, наверное, я старалась показать, что все люди всегда стремятся к какому-то счастью. У каждого из нас есть свой тоннель, в котором мы бежим и видим где-то свет. Но мы все бежим, а свет никогда не приближается, потому что чего бы мы ни достигли, мы всегда хотим идти дальше. В фильме говорят на осетинском языке, что для нас непривычно. Тяжело ли было снимать? Идея того, что это все должно быть на осетинском, родилась практически за неделю до съемок. Мы быстро это все переводили. Потом что-то менялось на съемочной площадке. Иногда в итоге я сама уже начала переводить что-то на осетинский язык, потому что не было другой возможности. Расскажи о съемочной группе. Это были наши ребята или ты кого-то приглашала? Нет, съемочная группа была вся московская в основном. Да, это была очень профессиональная команда, которая круто работала с 7 утра до 11 ночи, потому что мы не успевали ничего снять. У нас все локации были разбросаны по ущелью, и, соответственно, для того, чтобы за день снять хотя бы 2 сцены, нужно было собраться, переехать в другое место. Это занимало очень много времени. Что касается отзывов, они были полярные. Кому-то нравится, кому-то нет. Как ты к этому относишься? Во-первых, это, по-моему, нормально, когда кому-то нравится, кому-то нет. Во-вторых, я не
супер голливудский режиссер, чтобы снимать что-то сейчас такое крутое, которое бы нравилось всем. Когда есть объективная критика, это наоборот здорово. Планируешь ли ты показать картину за пределами Осетии на каком-нибудь фестивале? Права на фильм принадлежат компании Культбюро, которая, наверное, и будет заниматься каким-то продвижением фильма на фестивалях. Кроме того, он войдет в альманах «Свой почерк», в который также войдут короткие метры режиссеров из разных регионов России. На данный момент есть какая-нибудь настольная книга, которую ты сейчас читаешь? Ну, такой электронная лежит Оша, вот я его люблю, пусть он и считается попсовым, я так, мой личный психотерапевт. Такой интересный и очень популярный вопрос. Если бы у тебя была возможность встретиться и пообщаться с любым человеком, когда-либо жившим на Земле, кого бы ты выбрал? Если они реально были, я бы хотела встретиться с нартами. Вот если они правда были, это не фэнтези, или какими-нибудь, знаете, там были типа саражонта, да, истинные предки осетин. Мне было бы интересно с ними поговорить. Это коза, ты не знаешь? Давайте перепишем. Давненько мы с тобой не слышали о Слушай, смотри на меня. Ну, Артем, ну не мешай. Быстро. В Северной... Все, смотри. Что ты смеешься? Все нормально. У Каренчика все нормально. Значит, и у меня все хорошо. Классная идея.